Здравствуйте, это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. В начале прошлого месяца в Якутии открылся единый центр отбора граждан на военную службу по контракту. Этот центр базируется в санатории Абырал города Якутска, где потенциальные контрактники могут пройти собеседование и медосмотр. О том, как построена работа с будущими бойцами и кто может попасть в ряды российской армии, поговорим с сегодняшними гостями. Это оперативный дежурный Роман Топильский и оператор Семен Максимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что такое вообще служба по контракту. Да? Что она подразумевает под собой, это понятие. Можно ли выбрать род войск или военкомат за это решает? Так, ну, И вообще, кто точно не может служить? Понятно. Вопрос, сути, военной службы по контракту – это добровольное подписание контрактом кандидата на военную службу в рядах Российской Федерации. То есть здесь идут со стороны кандидата это безукоснительное выполнение всех обязательств, которые приписывают им контракт, то есть это выполнение повседневных задач, выполнение специальных каких-то определенных задач внутри воинской части. А со стороны государства это выполнение перед ним обязательств, которые направлены на поддержание его социальной, то есть пакет, который ему выдается, и, допустим, медицинская поддержка его. Подписать контракт может сейчас абсолютно любой военнослужащий, то есть вид, выбор в рода войск также остается за кандидатом, то есть он может прийти в пункт отбора по контракту, изъявить желание, то есть он, допустим, хочет служить в определенном городе, где у него, допустим, есть какие-то друзья, знакомые, либо сослуживцы, которые когда-то с ним проходили службу. И там уже в зависимости от наличия вакансий в той или иной воинской части, в определенной, которую он хочет подписать, будет рассматриваться его же возможность там служить. Мгм. То есть не так, что вот он контракт подписал, и после этого его отправляют уже Нет, то есть здесь идет именно, на усмотрение именно военкомата. изначально рассматривается его возможность служить в той или иной воинской части. То есть будет смотреться, есть ли там вакансия в той части, либо нет вакансии. То есть если там не будет вакансии, ему предложат либо соседнюю воинскую часть, либо в соседнем городе, допустим, который есть. Опять же, по видам и родам войск тоже будет рассматриваться возможность его подписания контракта с той воинской частью, в которой вот он хочет служить. Мгм. То есть если, допустим, человек хочет служить в зоне специальной военной операции, он изначально говорит, что я хочу вот Да, туда. для этого ему необходимо прийти в пункт отбора по контракту, который у нас здесь находится в Якутске на Чапалова, 23. Дальше ему там с ним проходит собеседование, рассказывает еще раз о всех льготах, которые присущи военнослужащим по контракту, о заработной плате, которую он там будет получать. Далее его отправляют уже в зону, в санаторий Абырал, где он проходит медицинскую комиссию полностью, с ним работают психологи. Дальше ему в этот момент еще формируется личное дело его. После этого его направляют уже в место, где он проходит довоенную подготовку в течение 1 месяца. После этого он направляется уже в ту воинскую часть, которая непосредственно выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мгм. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостям программы можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. А на какой срок заключается контракт? То есть есть же какой-то минимальный срок, да? Я правильно понимаю? Да, все верно. На данный момент контракт можно заключать от года, ну, он получается на год, на 3, на 5, либо же до предельного возраста. А если же кандидат не проходил срочную службу, то у него есть выбор, есть либо на 2 года, на 3, либо на 5. Мгм. То есть минимум год это для служивших. Для Да, служивших. это уже для А служивших. для Те, кто не проходил тех, кто срочную службу, то есть сейчас есть альтернатива срочной службы, так называемая. То есть человек, который получил повестку с военкомата, который должен пойти служить на срочную службу, он может вместо срочной службы подписать контракт минимум на 2 года. Либо, допустим, есть люди, которые по каким-либо причинам до момента получения повестки, то есть уже 27-28 им лет, они не проходили срочную службу, но сейчас вот они захотели отдать долг родине, тем самым они подписывают контракт на 2 года, это минимально. Мгм. А вот звание
какое есть, в какой военной билете записано, такое и будет, или во время службы можно Здесь идет, получить, можно э, рассмотреть каким образом. То есть, допустим, в зависимости от того, как он подписывает контракт. То есть, допустим, если он подписывает на участие в зоне специальной военной операции, то здесь будут рассматривать, есть ли у этого человека образование соответствующее. То есть, допустим, чтобы получить воинское звание прапорщик, необходимо иметь среднее образование, среднеспециальное. Для того, чтобы получить офицерское звание, необходимо иметь высшее образование. Касательно зоны специальной военной операции, если человек себя зарекомендует с положительной точки зрения, командир может ему предложить пройти, соответственно, либо школу прапорщиков для получения звания прапорщик, либо курсы лейтенантов пройти. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван, меня интересует вот такой вопрос, да. Ранее судимых людей по контракту не в ЧВК «Вагнер», а как гражданин Российской Федерации по контракту могут брать, нет? Да, сейчас рассматривается возможность такая, то, что, допустим, есть условная судимость у человека, либо судимость по статьям легким, скажем так. Это главное, чтобы это были не статьи с 260 по 361 часть 2. То есть тогда есть возможность подписать контракт. Мы также сейчас работаем в УФСИНе, проводим агитационную работу, где предлагаем людям, чтобы для того, чтобы им снять условную судимость, они также могут подписать контракт с сроком на 1 год и выше. Но вот вы когда говорили про сроки контракта, упомянули о достижении предельного возраста. А какой предельный возраст? Предельный возраст у рядового состава это 50 лет, рядовой сержантский состав, у офицеров это 65 лет. То есть это старшие офицеры, полковники считаются. Майор можно уйти максимум, предельный срок здесь 55 лет, включительно майор. Подполковники, полковники 65 лет. А вот если человек заключил контракт, он может ли его досрочно завершить или нет? У нас есть, получается, 3 возможности завершить контракт досрочно. Это если он достиг предельного возраста, либо же по здоровью. Допустим, если у человека здоровье ухудшилось, то он назначается ему военно-врачебная комиссия, и по результатам этой военно-врачебной комиссии он либо продолжает службу, либо же уже по состоянию здоровья увольняется. А третий же вариант, это, такой, скажем, самый плохой, это по уголовному делу. Да, то есть Соответственно, если появляется... появляется, да, то в этом случае контракт с военнослужащим разрывается. Если, допустим, по здоровью, как вот сказал Семен, то здесь уже контракт не разрывается, он просто прекращается. Здесь, возможно, какие-то дополнительные выплаты, то есть будет установлено заболевание, получил он во время прохождения контрактной службы, либо нет. А максимальный срок пребывания на контрактной службе какой? Ну вот, как я говорил ранее, здесь у рядового состава это 50 лет. Ну, то есть это только возрастные Да, только ограничения? возрастные ограничения. То есть да. если все... Если человек, допустим, подписал контракт на год, и ему понравилось служить, скажем, он хочет дальше продолжить службу, с ним уже также будет проведена дополнительная беседа по окончании его первого контракта, ближе к концу контракта с ним будет проведена беседа, где дальше ему предложат либо увеличить срок, либо он может также, допустим, подписать его опять же на год. А вот вы сказали, что кандидат может выбирать себе место службы. Да, сейчас это возможно. То есть, опять же, если, допустим, у кандидата есть какие-то друзья, знакомые, где в другом городе, скажем, там, либо просто родственники, а он сам, допустим, с Якутска, а у него есть, допустим, родственники где-нибудь В Москве. В Москве, либо, да, либо в центральном регионе, в каком-то другом, он может прийти в пункт отбора по контракту, сказать, что вот я хочу служить в Москве. Ему будут уточнены, есть ли там на этот момент вакансии в той или иной части, в Московской области, в Москве. Дальше ему предложат воинскую часть. Он скажет, что, допустим, да, вот я остановился на этой воинской части, хочу там служить. Дальше, опять же, все пойдет, это медицинская комиссия, работа с психологом, оформление личного дела. После этого он уже убывает в ту воинскую часть для прохождения службы. Ну вот насчет медицинской комиссии подробнее. Какие требования к кандидатам по здоровью есть? Потому что, все-таки Здесь это же не у нас призывники. сейчас максимальные требования, они сокращены. Сейчас добавили еще дополнительно. Раньше можно было подписать контракт с категорией здоровья только А и Б.
Б это незначительное ограничение. Сейчас добавили еще категорию здоровья В. Это, то есть сейчас у нас 3 категории здоровья: А, Б и В включительно. То есть с категории Д уже не берем. И в категории В здесь незначительное ограничение. Это инфекционное заболевание, также не подходит кандидат, либо же наблюдение в психологическом диспансере. То есть все остальные ограничения сейчас сняты. Мгм. А хронические какие-то заболевания? Здесь с хроническими заболеваниями здесь уже будет установлено на военно-врачебной комиссии, то есть это в отдельных случаях разбирается сама комиссия. Ну, то есть человек приходит, и там Грубо уже- говоря, да, уже с ним просто проводится напросто медицинская комиссия, то есть по всем врачам, он по пунктам, которые необходимо пройти здесь, и терапевты, и окулисты, и хирурги. И несколько раз вы упомянули психологов, которые Да, разговаривают. это один из основных аспектов прохождения психологического обследования. То есть здесь проходят как и тесты психологические, как и просто разговоры, беседы с психологом на выявление скрытых, скажем, психологических отклонений, расстройств у человека. То есть он может быть полностью вменяем, но где-то в глубине что-то может быть такое. То есть тут скорее не мотивацию проверяют, а устойчивость, да? Устойчивость, да, психологическую. То есть он может быть подходить полностью по состоянию здоровья, но вдруг как, при участии, скажем, в боевых действиях он как-то может себя показать с не с той стороны. Ну, тут же нужно еще добавить, что психологическая помощь, она проходит ну, на все время контрактной службы. То есть в частях имеются штатные психологи, которые занимаются личным составом на протяжении всего времени. Сопровождают, Ну да? да, грубо так говоря, точно, да. военнослужащий может обратиться к штатному психологу в воинской части, будет проведена также беседа, и по этой беседе уже может ему быть предложено как и санаторно-оздоровительное лечение. То есть военнослужащим это один из социальных пакетов, где есть военнослужащим возможность отдохнуть, оздоровить, пройти оздоровление в санаторном учреждении в каком-либо. А вообще вот как процесс собеседования происходит? К чему нужно готовиться? Что там спрашивают? Ну, здесь у нас больше беседа проходит в каком формате? То, что проходятся психологические тесты, грубо говоря. Выявляются сильные качества того или иного человека. То есть он может себе показать, как, скажем, либо в сильные качества работы на технике, скажем, либо же работа в каком-либо отдельном командном секторе, то есть он может отличным командиром себя зарекомендовать. То есть здесь необходимо кандидату больше с открытой стороны себя подавать. То есть чем лучше он себя покажет, тем больше обширности и должностей ему могут предложить в этом случае. То есть, А вообще вот кто, так скажем, такой идеальный кандидат? ну, здесь, скажем, уже более Важно ли такое- образование, специальность? Образование здесь сейчас Служба у в нас армии. возможность подписать контракт есть с образованием уже 9 классов, то есть есть люди, которые после 9 классов уходят, то есть важно сейчас образование. 9 классов можно уже подписывать контракт. Ну, соответственно, если есть образование какое-то специальное, то это плюс. Да, но это, конечно, разумеется, плюс. То есть Но- здесь есть возможность через полгода уже, грубо говоря, если зарекомендуете себя хорошо, я, как я уже говорил, то есть есть возможность пройти как школу прапорщиков, то есть получить звание выше, соответственно, должность выше, соответственно, денежное довольствие здесь у кандидата вырастет. Ну, и я, насколько знаю, там льгота при поступлении в военные университеты. Потом, Не- после, не только после, военные после службы по университеты. контракту. Есть возможность у кандидата, уже у военнослужащего по контракту, будучи, если у него нет высшего образования, то есть если оно будет первое, оно будет полностью оплачиваться Министерством обороны, плюс дополнительно будут предоставляться учебные отпуска для сдачи сессий, если это, допустим, не военный вуз, а гражданский вуз. Если же это второе образование военный, он будет получать, даже не военное, а обычное гражданское, то есть второе высшее образование, то здесь оплачивает уже сам военнослужащий второе образование. Ну, свое поскольку высшее. второе Да, высшее да, у да. нас, в принципе, платное. Да. Но также ему предоставляются учебные отпуска на сдачу сессии. Они не входят в состав основного отпуска. Ага. А получается бесплатно, если это первое высшее, то в любом вузе, да? Не Да, только- в любом вузе, не только в военном. Не только в военном. В военном вузе у нас сейчас возможность есть поступить до 24 лет. В военный вуз, это на высшее военное, получить, грубо говоря, погоны лейтенанта. И в этом случае контракт с ним не разрывается, он просто подписывается на условиях военного вуза, в который он поступает. То есть здесь уже контракт будет изменен на то, если, допустим, он подписал на год кандидат контракт, и затем ему нет 24 лет,
и он захотел пойти в военное учебное заведение, в этом случае он уходит в военное учебное заведение, поступает туда на общих основаниях, грубо говоря, и подписывает с ним контракт уже в военное учебное заведение. То есть здесь уже 5 лет обучения и 5 лет после. Обязательно он необходимо ему будет отслужить. Мгм. А вот есть вопрос от зрителя. Я военнообязанный медик, есть желание помочь нашим бойцам в зоне проведения спецоперации. Могу ли я служить по контракту? Ну, здесь у нас сейчас вопрос в женщинах, медиках. Как бы набора у нас нет, поскольку сейчас необходим больше даже мужской такой сильный труд в зоне специальной военной операции, то есть необходимость перетаскивания раненых женщин. Сейчас пока у нас набор закрыт. А так все женщины также могут поступать на военную службу по контракту на общих основаниях вместе с мужчинами. Ну, там нужно специальность какую-то иметь, да? Не обязательно сейчас. Военный билет, специальность нет? Ну, это касательно медиков, да, там уже необходимую специальность иметь. То есть либо это фельдшер, либо это медицинский работник. Но, как я уже повторюсь, женщин сейчас пока мы не набираем. Уже были несколько заявок к нам в пункт отбора по контракту на Чапалова 23. Пока все заявки были отозваны, пока набора нет. Ну и вот мы начали с того, что есть разные варианты для прохождения службы по контракту. То есть приходит человек, вот выбирал, и ему предлагают, вот сейчас ему предлагают что? Ну, скажем так, он сейчас приходит не выбирал, а брал. Это уже база, где проходит медицинское обследование, где работа с психологом идет. Для начала, допустим, кандидату необходимо для себя решить, что он хочет и как он видит свою службу по контракту. Либо это зона специальной военной операции. Здесь для этого ему необходимо обратиться на Чапалова 23 в пункт отбора по контракту. Либо же он хочет служить в войсковых частях. Для этого ему необходимо будет подойти. Скажем, если он хочет служить в войсковой части вот нашей 14129, в городе Улан-Удэ она располагается, то ему необходимо подойти к нам в изменительный пункт, который на ДСК у нас находится, где дальше с ним также будет проведена беседа дополнительная. И после этого военно-врачебная комиссия, опять же, состоится приказ, и он убывает уже в Улан-Удэ для прохождения службы. Если он хочет просто в другие воинские части, то тут тоже через пункт отбора по контракту. То есть существуют такие два. Но сейчас в основном, конечно, нужны люди в спецоперацию, я Сейчас правильно и на понимаю? спецоперацию, да, но сейчас и по всем частям, так как увеличенный штат, также необходимы люди. Так как, допустим, офицерский состав у нас ежегодно пополняется из рядов выпускников военных вузов, то рядовой сержантский состав контрактников пополняется сейчас неохотно, потому что люди многие боятся, что поедут на спецоперацию, скажем так. То есть есть отдельная категория граждан, которые прям очень сильно сами замотивированы поехать в зону СВО. То есть у кого-то там друзья, родственники, знакомые. Кто-то просто хочет сам по себе туда поехать. А есть те, кто и хочет по контракту служить, но не в зоне СВО, скажем, просто в воинской части. Поэтому многие путают вот эти понятия. То есть они думают, что если они подпишут контракт, они обязательно уедут на зону СВО. Сейчас есть возможность подписать контракт и служить в обычной воинской части. То есть это абсолютно не обязательно. Это абсолютно не обязательно, грубо говоря, в зону СВО сейчас доехать. Но прежде чем ехать в зону СВО, какая-то подготовка ведь, да? Про это можете подробнее рассказать? Да, у нас получается по подписанию контракта, да, военнослужащие направляются в учебные центры, где с ними проводится подготовка в зависимости от их общей подготовленности. Подготовка проходит до месяца. В наших, если брать Дальний Восток, то подготовка проходит в Хабаровске, либо же в Приморском крае. Также, если человек попал просто по контракту в какую-нибудь воинскую часть, у них в каждой воинской части имеется учебно-материальная база, на базе которой проводятся курсы молодого бойца. Там также до месяца. Ну и, значит, еще один вариант, вот, который вы упомянули, это остаться в Якутске и служить в части. И сейчас, грубо говоря, разговор идет не о том, чтобы остаться в Якутске, а о том, что у нас часть базируется, основная наша часть с штатным командованием базируется в городе Улан-Удэ. То есть, грубо говоря, есть молодые люди, которые получили повестки с военкомата, 18-летние парни. Есть просто, которые люди хотят служить. То есть у нас немножечко разные возрастные критерии по набору на военную службу к нам в часть и набор на СВО. То есть по набору на СВО здесь у нас возрастные ограничения от 18 до 59 лет
в отдельных случаях до 65 рассматриваются. А к нам в воинскую часть, чтобы попасть, необходимо возраст от 18 до 40 лет включительно. Тем самым, получается, кандидат приходит к нам, с ним проводится дополнительное собеседование, рассказывают все плюсы службы у нас в воинской части. То есть у нас здесь сейчас кандидаты, которые подписывают контракт, получают служебное жилье на весь срок прохождения контрактной службы. Заработная плата у нас составляет от 35 тысяч рублей. Это состоит она... Заработная плата военнослужащего вообще состоит из разных надбавок, скажем так. Основная часть, то есть это оклад по воинскому званию, по воинской должности. У рядового состава он составляет от 27 до 30 тысяч рублей. И зарплата далее уже идет, плюсуется, то есть здесь надбавки за физическую подготовку военнослужащего, надбавка за уровень секретности, который он будет получать, надбавку за выслугу лет, надбавку за несение боевого дежурства. То есть, грубо говоря, суммарно военнослужащий, который прослужит уже, ну, скажем, 5 лет по контракту в городе Улан-Удэ, будет отлично себя покажет как физически подготовленный человек, то есть он дважды сдаст физическую подготовку на высший уровень, будет ходить, будет нести боевое дежурство, и у него будет, скажем, полностью северная выслуга, то есть 60% он будет получать. Зарплата может достигать до 75-80 тысяч рублей. То есть получается, что зарплата, она зависит от места прохождения места службы, службы, да? да. То есть, В разных регионах страны зарплата складывается по-разному. То есть, допустим, дальневосточный весь округ, здесь идет районные коэффициенты. Скажем, Воркута здесь это год за два у них служба, то есть районный коэффициент 2,0, они получают зарплату выше. Якутск, Улан-Удэ, Комсомольск на Амуре, здесь районный коэффициент 1,5. Год срок службы, год за 1,5. Скажем, центральные регионы страны это год за год, здесь районный коэффициент равен единице, и, соответственно, зарплата у них там будет чуть ниже, чем у дальневосточников. ну и, соответственно, те, кто идут в зону специальной военной операции, То у них там идет год за два, насколько я тоже помню. Но у них зарплаты там намного выше начинаются, так как это все-таки зона специальной военной операции, там заработная плата начинается от 205 тысяч рублей. для рядового. Для рядового состава, да, именно что. То есть рядовой 205 тысяч рублей, командир отделения получает 215, командир взвода от 230 тысяч рублей. Плюс там дополнительно идут выплаты за уничтожение вражеской техники от 50 тысяч до 1 миллиона. Дополнительно есть выплата, так называемые боевые ветеранские, это 8 тысяч ежедневно, они выплачиваются дополнительно к зарплате. Плюс 50 тысяч выплачиваются за каждый километр, пройденный внутрь фронта в составе штурмовых бригад. То есть, грубо говоря, денежное довольствие военнослужащего в зоне специальной военной операции может достигать до 500 тысяч рублей. Сейчас же при подписании контракта существуют еще дополнительные выплаты. Одна из них это президентская выплата 195 тысяч рублей. Президент России. Да, от президента России. Дополнительно сейчас еще есть две выплаты по указу главы Республики Саха-Якутия. Республиканские. Да, республиканские. Они составляют 350 тысяч рублей. То есть сейчас военнослужащий, который подписывает контракт в зоне специальной военной операции, дополнительно получает единовременных выплат на сумму 550 тысяч. То есть сразу. Сразу же, да. Это единовременная выплата, то есть он подписывает контракт, они сразу приходят ему на счет вот эти. Ну, типа подъемные. Да, или как? грубо говоря, как подъемные. А для военнослужащих просто, которые подписывают контракт, здесь у них приходят выплаты 195 президентские и 150 тысяч республиканские. Дополнительно существует выплата для граждан с других субъектов Российской Федерации. То есть, если они приезжают, скажем, с центрального региона страны к нам в Якутск, подписывают контракт именно через наш пункт отбора, к ним дополнительно выплачивается еще одна республиканская выплата в размере 300 тысяч рублей. А могут ли контракт подписать не граждане России? То есть жители там Узбекистана, Кыргызстана и так Да, далее? на данный момент есть такая возможность. При заключении контракта от 1 года и более для граждан иностранных государств введена упрощенная система получения гражданства Российской Федерации. Грубо говоря, если они подписывают контракт от года и больше, то они становятся гражданами Российской Федерации. И это относится к гражданам любых государств или СНГ только стран? Сейчас гражданам скорее даже больше любых государств относятся.
Ага. А какие социальные гарантии есть у тех, кто служит по контракту? Социальные гарантии, ну, тут Здесь обширный, скажем так, дальше больше Получается. социальный пакет. медицинское обеспечение, обеспечение служебным жильем. Также есть такая вещь, которая называется накопительная ипотечная система, которая сейчас начинает работать, ну, в которую вступают сразу по заключению контракта. Раньше в нее вступали только после 3 лет контракта. Это вот военная ипотека, Военная так ипотека, да. называемая? Сейчас, Она- грубо говоря, военнослужащие, прослужив 3 года, имеют право приобрести квартиру на всей территории нашей страны. В То любой, есть в любой точке. точке. То есть независимо от того, где он служит. Он может служить, опять же, в Хабаровске и купить квартиру, скажем, в Сочи. Мгм. То есть здесь в течение 3 лет у него государство туда ежемесячно на вот этот ипотечный счет закидывается, грубо говоря, 30 тысяч рублей. Каждый год эта сумма увеличивается, там порядка на 1,5-2 тысячи рублей. Тем самым у него за вот эти 3 года накапливается около 900-1 200 000 рублей. Это они будут считаться как первоначальный взнос за военную ипотеку. Дальше военнослужащий просто-напросто подает документы в банк, ему их рассматривают, одабривают, выбирает квартиру под ту сумму подходящую, которую банк ему одобрил, и, собственно, покупает. И пока он служит, государство за него эту квартиру гасит ежемесячными выплатами. Если То есть и первоначальный счет как бы сам собой копится, да, сам собой получается? копится. Если военнослужащий, допустим, хочет квартиру закрыть быстрее, он может их также из своих средств закрывать быстрее. Если он будет просто служить, скажем, и их своих средств туда не будет класть, то за государство он все равно будет за него гасить. При условии, если он разрывает контракт не по состоянию здоровья, либо не по сокращению прошло, а просто сам изъявил желание разорвать контракт, здесь уже на него остается выплата квартиры за ним, то есть он дальше сам ее гасит. Если же он уволен будет по состоянию здоровья, либо же попал под сокращение, то здесь государство берет на себя полностью, до конца закрывает эту квартиру. Мгм. Значит, военная ипотека, вузы, мы сказали. Да, там здесь сейчас для участников СВО определены в каждом вузе до 10% бюджетных мест льготных. Из расчета всех бюджетных мест в каждом вузе. Плюс дополнительно сейчас есть такая возможность, то, что лечение, грубо говоря, оплачиваемый отпуск и еще основной весь полностью соцпакет. Также для участников СВО дополнительно есть льготы, такие как присвоение статуса ветерана боевых действий и весь льготный пакет, который из него вытекает. То есть, например, это сокращение коммунальных платежей, кредитные каникулы, и многие другие также. А отпуск он... Отпуск, ну, в среднем у военнослужащего отпуск это 30 дней, если мы берем центральные части России. У нас же от 45 дней начинается, именно в Якутии. Ну, и также имеется, что если у вас чем больше выслуги, тем больше календарных дней вашего отпуска. А проезд оплачивают? Да, проезд оплачивается полностью, то есть на всех членов семьи. Нет, на одного члена семьи плюс. Возможно, да, на одного. Ага. Ну, то есть раз в 2 года, как Нет, как раз в или год. как? Раз в год полностью. А, Каждый год. каждый Да, каждый год? год, да. Каждый год военнослужащий. И ему, и члену семьи. Да, То есть до места отдыха и обратно. да, полностью. И вот мы начали с того, что открылся единый центр. Вот расскажите вообще, чья это идея? Это федеральная задача или это инициатива региона? здесь, Что это вообще? в- Для чего это? Этот центр был открыт по инициативе главы Республики Саха-Якутия с целью информирования граждан о том, что сейчас есть возможность подписать контракт. Он работал еще и до этого, но выполнял задачи, скажем так, по отбору на военную службу по контракту, именно что изъявивших сами желание. Сейчас же есть возможность так, что люди, которые приходят и, скажем, вот рядовой состав, который может попасть на срочную службу, они могут подписать контракт так, как и обычные, кто приходят добровольно подписать контракт. С момента открытия, то есть, грубо говоря, с конца апреля обратилось уже больше 300 граждан Республики Саха-Якутия. То есть ежедневно к нам приходят порядка 10 человек с целью подписать контракт именно в зону специальной военной операции. А можете объяснить разницу между контрактником и добровольцем? Вот тут как-то немножко запутано. То есть добровольцы... Добровольцы, денег не получают или что? они не являются военнослужащими, добровольцы. То есть у них нет вот этого социального пакета от Министерства обороны.
То есть контрактник — это социально защищенный человек, которому государство полностью выдает как и лечение, как и восстановление во всех госпиталях, так и полный соцпакет, вот, который мы озвучивали ранее. У добровольца же здесь просто-напросто заработная плата, которая прописывается с ним на единовременный контракт, который он подписал. И у него, Медицинское обслуживание. да, и медицинское обслуживание у него только единственное есть. Все. Больше у него никаких льгот, как со стороны контрактника, нет. Ну там срок короче или как? У них есть возможность, да, подписания краткосрочных контрактов на 3 месяца и полгода. У контрактников, которые подписывают военнослужащих по контракту, минимальный срок подписания — это 1 год. То есть это и зоны спецоперации тоже касается, Да, да? да, да. А вот вы сказали, что с момента открытия центра, ну, человек 10 каждый день приходят. Да. Вот, а какая в основном мотивация у людей? То есть люди идут за социальными гарантиями, или люди идут, чтобы заработать, или это вот какие-то Здесь- именно патриотические Здесь побуждения? каждый мотивирован по-разному, по-своему. То есть у кого-то есть друзья, которые там, скажем, либо погибли, либо, наоборот, туда поехали служить и сказали, что вот давай приезжай к нам, будем служить здесь вместе. Есть и такие люди. Есть те, у кого, допустим, какие-то там, да, кредитные обязательства, то есть он туда едет именно что заработать, так как зарплата все равно там неплохая, 205 тысяч рублей сейчас поискать нужно такую по стране зарплату. И это минимум еще. Это минимум, да, еще, то есть есть возможности больше получать. Есть те, кто идут за статусом, то есть, опять же, они подписывают контракт, у них, скажем, есть высшее гражданское образование, то есть они могут получить звание офицера и после уже пойти служить в какую-то либо другую часть. То есть еще этим они мотивированы люди. Есть просто, которые просто замотивированы на службу Российской Федерации. То есть все по-разному обращаются, у каждого свой мотивационный такой карьерный рост. Или просто А заработок. тогда чем контрактник отличается от кадрового военного? Контрактник — это и есть кадровый военный, по сути. То есть это тот же самый, ну, они одинаковые, грубо говоря, у них все одинаково. И соцпакет полностью, и все обязательства, и выполнение задач, все одно и то же. Вот еще один вопрос от телезрителя. Я многодетный отец, но хотел бы служить по контракту, чтобы показать сыновьям пример. А могу ли я пойти служить? На срочную службу меня не призвали. Ну, Да. да, здесь мы уже, как говорили ранее, то, что если человек не служил, и он проходит по возрасту и по состоянию здоровья, он может подписать контракт, но у него контракт будет минимальный 2 года. Ну, собственно, под конец я вас попрошу просто перечислить еще раз, ну, скажем так, давайте 3 основные причины пойти служить по контракту. Ну, давайте вот лично скажем, да, для меня это получается больше стабильность, потому что ну, государство, оно нас поддерживает. Также это приобретение жилья. Ну, на данный момент это такой сложный и актуальный вопрос для всех граждан. А в-третьих, это все-таки коллектив. Потому что ну, я как бы и работал в частных компаниях, такого коллектива нигде нет. Допустим, в армии ну, людей в беде не бросают. То есть всегда помогут, всегда поддержат. Ага, то есть чувство Чувство локтя, плеча. это такое чувство плеча, чувство локтя, Дружба да? такая есть, хороший коллектив. Ну а так еще это какой социальный пакет полный, то, что выдают. То есть здесь как бы и лечение, и оздоровление, и, как вот сказали, уже квартира, плюс и отпуск достаточно неплохой, то есть 45 суток с возможностью его увеличения. То есть, ну, уверенность какая-то завтрашнего Да, дня, уверенность все-таки есть, то, что тебя не оставят, то есть с тобой контракт просто так не разорвут, и ты не будешь, грубо говоря, без денег завтра сидеть. У тебя как бы зарплата стабильная приходит, и она еще и увеличивается от места службы, там зависит это все так же. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что ответили подробно на наши вопросы. Ну и всем, кто... да, еще куда можно обращаться к тем, кто... Для обращения можем использовать это пункт отбора по контракту по адресу Чапалова, 23. И также измерительный пункт войсковой части 1429 находится он на ДСК Германа Титова, 7. Туда также можно обращаться. Ну что ж, спасибо вам большое. А всем, кто решился служить Родине, желаю успехов на боевом посту. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.